Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Веселые игры, яркие конкурсы и сладкие подарки. Акции не только дарят материальные подарки, но и оказывают неоценимую моральную поддержку маленьким пациентам. В Республиканской детской клинической больнице провели новогоднее мероприятие. Итоги года. Данный союз объединяет всех неравнодушных, деятельных женщин Чеченского регионального отделения. Союз женщин подвел результаты социальной работы. Горная сказка. Жемчужина Чеченской Республики встречает праздник. Как Кизилмурам подготовился к Новому году, узнаем у нашего корреспондента. Глава Чеченской Республики вместе с соратниками посетил Российский университет спецназа имени Владимира Путина. В ходе осмотра учреждения по мастерской подготовке бойцов и любителей Рамзан Кадыров побывал на стрелковых позициях. Там вместе с внуками героя России Ахмата Хаджи Кадырова он опробовал стрельбу из пистолета. А кроме того, открыл огонь из различного стрелкового оружия среднего и крупного калибра. Как оказалось, навыки владения политика находятся на все том же профессиональном уровне. Департамент по взаимодействию с религиозными общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики провел итоговое мероприятие. В ходе него были подведены итоги сотрудничества с общественными объединениями, обсуждены достигнутые результаты. Также состоялась церемония награждения, где были отмечены наиболее активные представители различных организаций и сотрудников СМИ региона, включая корреспондента ГТРК в войнах Медина Мударову. Руководитель Департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики Аслан Абдулаев подчеркнул о важности взаимодействия как ключевого фактора эффективности работы. Икетча и нацултеха вемехда халху алла улша иза реализовать ю цутех дакка белгш деш до цунаха бок пайдхул вейqoomana веймахкана веймахк арах бок пайдхул цунах цуна джамаа деш вея некоммерческие организации религиозные организации школилиш وشتا سسأل организация школы уж царь бинч балха на джам аштеш вай общественник штин дал балха джам аштеша вай билгал далига казне асана док дак ла цари бок قحية جنبو цар даган шараха дабахен يقطع قول ومسانا مخار والمسانا مجرى أخ مخك قحية بشور تصدق ومخ داس ويتو شواتسا نقرأ لز يسوق لز ملو قحيو قشوستجا أخ مخكها مخ داسة تنتيدو تيغو تشو تيرغو تيغو تشو تندير شاولستجا قحية نية دولشو شاولستجا قحيو قشو ويز سيرا وشدا ديك تبيه قبول ويمخ دين ملو قحيو قشوستجا تيدو تيغو تشولو اشتدال ديك تبيه قبول أخ مخكها أس مخ دين يخدع خيتنا قحيو قشبولشان يرقام قيوش قيتور بلغ شخوليل إيه دين دارجور بلغ شخوليل إيه ويبقى مرسولنا دعوة بلغ شخوليل إيه ناخا نيوقر خلقا نيوقر يقمت كشتايش بلغ شخوليل إيه مسانا دال ديكس بيقام بويل.
Забота о семьях военнослужащих – один из важнейших приоритетов. И их дети лучше всех знают, что такое разлука с родителями. Объединенная группировка войск организовала масштабный праздник для детей и тех, кто сейчас несет службу, чтобы скрасить их ожидания и подарить моменты радости. Чем удивляли и радовали подрастающее поколение в сюжете Турпал Алита Исумова. Елка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Что может быть приятнее для маленьких чад? В преддверии Нового года в конференц-зале Объединенной группировки войск сил состоялось праздничное мероприятие для детей военнослужащих «Елка командующего ОГВС». Юные участники с первых минут смеются и веселятся благодаря отменной игре костюмированных персонажей. Герои народных сказок прекрасно воплощены актерами. Разнообразные конкурсы добавляют веселье детям, словно все окунулись в этот волшебный новогодний мир. Праздник был организован Объединенной группировкой войск сил по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с целью поддержки семей военнослужащих и создания для подрастающего поколения сказочной атмосферы. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Князев, главной целью было сделать день незабываемым для детей. Проведение мероприятий по социальному обеспечению, решение социальных вопросов, бытовых проблем, проведение в том числе и данных праздников является частью или элементами этой большой системной работы. Хотел бы сказать слова искренней благодарности членам семей военнослужащих. Их понимание, терпение, постоянная поддержка, конечно, многого стоит. Ваша стойкость – это надежный тыл, соответственно, выполнение нами задач по обеспечению мирной жизни на территории Северного Кавказа – это не только наша священная обязанность, но и наш ответ, наша признательность. Любой праздник, он сам по себе праздник. Всегда, конечно, приятно смотреть на детей, которые радуются, блеск в глазах, особенно когда дарят подарки. Я думаю, все помнят из детства, когда дарят подарки, это всегда приятно. Поэтому мы и стараемся проводить таких мероприятий больше и активнее, с привлечением большего количества детей. Дед Мороз и Снегурочка пришли к детям, и веселье стало намного больше. Танцы, стихи и заветные конфеты достались всем. Главный гость также услышал трогательные строчки в исполнении ребят. Гладким днем покрылись уже, и сквозь эту красоту с Новым годом на носу там примчался Дед Мороз, счастье к празднику принес. Пожалуйста, подарочек. Подарок от Деда Мороза. Восхищение детей и участников было неописуемым. Этот день осчастливил их всех, без исключения. Для меня очень приятно, что я дарю детям тепло, радость в такой хороший праздник Новый год. Очень рада, что все дети получили позитивные эмоции. Очень на это надеюсь. Очень надеюсь, что мы им их подарили с Дедом Морозом и, в принципе, со всеми героями. Участие в конкурсах было веселым. Расскажи, что понравилось? Давайте, родители, болейте за своих детей. Песни и танцы. Вы должны... Мне понравились конкурсы. Ну, давайте, ребята, начнем. Какие? Прыгать в мисках и на метках. Проведение елки стало доброй традицией, которая подчеркивает не только высокий уровень социальной ответственности командования, но и сплоченность воинского коллектива, где ценят и поддерживают друг друга не только в службе, но и в жизни. Мероприятие оставило массу ярких впечатлений и радостных улыбок. Турпал Алита Исумов, Саид Имин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В управлении Роспотребнадзора по Чеченской Республике прошла церемония вручения ведомственных наград сотрудникам федеральных служб. Отличившийся награждал министр здравоохранения региона Адам Алханов. Медалью за заслуги в сфере здравоохранения была награждена руководитель управления Рита Термулаева. Ряд ее коллег получили почетные грамоты и благодарственные письма от Минздрава. В знак признания Адаму Руслановичу также вручили благодарность от ведомства за плодотворное сотрудничество. Приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики за значительный личный вклад в становление и развитие системы здравоохранения, активное участие и содействие эффективному внедрению в практику современных технологий в области здравоохранения, способствующих сохранению и укреплению здоровья населения, награждается медалью за заслуги в сфере здравоохранения Термулаева Рита Магомедовна. Награда – это признание масштабной работы управления в течение года. Это и надзор за безопасностью питания, качество воды, защита прав потребителей и противоэпидемические мероприятия. Вся эта ежедневная работа направлена на охрану здоровья населения и создание безопасной среды в регионе.
Благодаря совместной работе двух ведомств, Министерства здравоохранения Чеченской Республики и Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике, в 2025 году были достигнуты большие успехи в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Отмечается снижение заболеваемости управляемыми инфекциями, снижение отказов от профилактических прививок по нацкалендарю, и в то же время увеличилась обращаемость за дополнительными прививками, которые не входят в национальный календарь прививок. Вся профилактическая работа, направленная на сохранение и приумножение здоровья наших граждан, она принесла и продолжает приносить свои вот такие вот плоды. Мы хотим еще раз поблагодарить министра здравоохранения Чеченской Республики Адама Руслановича Алханова и всю его команду за совместную работу, за вдумчивое, правильное отношение к соблюдению санитарного законодательства. Праздник вместо процедур в Республиканской детской клинической больнице для маленьких пациентов устроили особое мероприятие с подарками и развлечениями. Доза смеха, игр и веселья. Рамзан Абуева. Олаф говорит, что Дед Мороз и Снегурочка потерялись в лесу. Нам надо пойти отыскать их. Вы поможете? Веселые игры, яркие конкурсы, сладкие подарки. Праздничное новогоднее мероприятие провели в Республиканской детской клинической больнице имени Глинки в рамках акции от Хадижи Кадыровой. Ветеринарная клиника номер 1 совместно с Грозненским дельфинарием присоединились к акции, инициированной Хадижей Кадыровой, которая проводится ежегодно. Такие акции очень добрые и нужны для наших детей. Помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, детей развлекал Олаф из популярного мультфильма «Холодное сердце». В мероприятии приняли участие более 40 ребят. Улыбки на их лицах красноречиво говорили о том, что праздник принес массу положительных эмоций и впечатлений, оставив след в сердцах каждого. Я хочу поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Хадижат Рамзана Кадырову и Министерство Чеченской Республики, всех, кто участвует в данной акции, потому что для нас очень важно такое внимание, для нас очень важно эмоциональное состояние наших пациентов. Такие акции, они положительно влияют на состояние наших пациентов. Далее ребята, сформировав 2 команды, вступают в борьбу за первенство, перетягивая канат и проверяя пределы своей выносливости. Праздник Мне очень понравилось, четко было, красиво было. Подарки, я довольна, так говорится. Дети смогли в полной мере ощутить атмосферу волшебства и радости, который приносит Новый год. Акция стала примером того, как важно помнить о тех, кто нуждается в поддержке. Такие акции не только дарят материальные подарки, но и оказывают неоценимую моральную поддержку маленьким пациентам и их семьям в трудный период. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном под руководством министра внешней политики, информации и печати Республики Ахмеда Дудаева состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов уходящего года. Были отмечены ключевые успехи и достижения ведомства. Министр высоко оценил работу журналистов и сотрудников СМИ региона. По завершению официальной части прошла церемония награждения отличившихся сотрудников. Благодарственными письмами за безупречную, добросовестную работу и профессионализм отмечены директор ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева и заместитель телерадиокомпании Асламбек Арипханов. Безупречную, добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный в исполнении служебных обязанностей и по итогам 2025 года награждаются Веселаева Рузана Нураевича, директор ГТРК. Арипханов Асламбек Ильясович, заместитель директора ГТРК.
С опорой на традиции, с заботой о будущем. Эта организация объединяет женщин, которые служат опорой общества, сохраняя культурные ценности, решая острые социальные вопросы. Региональное отделение Союза женщин Чеченской Республики подвело итоги работы за год. О результатах достижения в нашем следующем сюжете. Чеченское региональное отделение Союза женщин России активно ведет свою деятельность, направленную на поддержку самых значимых социальных направлений. Подводя итоги прошедшего года, были отмечены успехи в работе с участием отличившихся членов Союза. Председатель Социты Уциева отметила, что уже проведены сотни самых разных мероприятий по оказанию поддержки населению. За этот год мы, если вот считать и сегодняшнее мероприятие, уже 200 мероприятий получается у нас. Они разные формы, разные направленности и связаны с всевозможными датами значимыми. И духовно-нравственное воспитание, демография, образование, культура. Вот по всем этим направлениям мы этот год провели более 200 мероприятий. Если вот судить о деятельности нашей организации с момента создания регионального отделения, нашей организации в этом году исполнилось 6 лет. Мы в своей деятельности очень тесно взаимодействовали со всеми министерствами образования, здравоохранения, Министерства труда и социального развития. Но со всеми взаимодействовали и с общественными организациями тоже. Почетные гости высоко оценили деятельность присутствующих. Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джабраил Абдулвагапов отметил, что труд женщин не переоценить. Все они часть одной большой и дружной команды. كان قيوشين قونا قيو يع قيوشين قام قيدول ندلها قونا قام قيوش ده شدو شو تسخيرش تخيشيات عساتي اسمع لرا ويقر لي الدنيا طمان ليرنا تاق إيش تا تايب أنا ويستوكش قدر الميرا بياتيش أجدع الشبوك وابنا دوق تايقة لعتر تناها ومينستر زرايو تاق شنديريز تاق ساتيت هنا ديريز كل هربوالها وشغل بيحكي أبشيستن بوالها برا إذا تاقي مو خلبو تعمل ديزة تبيشون سينا بوشدو تدوش كل شرط شو ديقل ياشر دالا إيمان إسلام دولش ووشي ديزر باشر دولش شيء ديزرش دوق باستوش قوما خا سموا دولش دق شيرش كعديكان دق ديغير شو دالا عبيركي. Помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев присоединился к словам поздравления. Как он отметил, женщины работают в очень непростое время. Их результативность – это предмет для гордости и подражания. В рамках вообще той деятельности, которая в целом по республике проводится, не знаю, по-моему, любое мероприятие, которое мы проводили, не обходилось у нас без участия Союза женщин, Шундерия Схалил. Это большая поддержка с вашей стороны. Шундерия Схалил, вы от души, что называется, хочется поблагодарить вас в это достаточно непростое время сегодня, что вы не прекращаете эту общественную работу, не сворачиваете ее, что приносите пользу всему нашему чеченскому обществу, всей нашей республике. Этот день не мог обойтись без яркой наградной церемонии. Обладательницей престижной премии от Союза женщин России стала художественный руководитель театра имени Хампаши Нурадилова Хава Ахмадова. В ответ она исполнила отрывок из чеченской литературы. Между тем на сцене звучали песни, исполнялись танцевальные номера с участием детей. Другим отличившимся женщинам также были вручены почетные грамоты от Министерства информации и печати, а также благодарственные письма. Памятные фотографии собравшиеся завершили трогательную церемонию.
Данный союз объединяет всех неравнодушных, деятельных женщин чеченского регионального отделения. Их лозунг гласит, что сила в просвещении, знаниях, обмене опытом и взаимной помощи. Турпа, Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Дети погибших сотрудников Росгвардии получили новогодние подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В преддверии Нового года в Управлении Росгвардии по Чеченской Республике традиционно прошла ежегодная акция. Благотворительная организация передала праздничные подарки детям военнослужащих и сотрудников ведомств, погибших при исполнении служебного долга. Они были распределены по всем подразделениям Росгвардии субъекта. Сотрудники ведомства лично вручили новогодние наборы. Одно из самых живописных и загадочных мест Чеченской Республики, озеро Кизиной-Ам, уже полностью преобразилось к встрече Нового года. Снежные склоны, уютные отели и праздничная программа готовы подарить незабываемые эмоции. Подробнее о том, как будет организован отдых, расскажет Саида Гакашева. В Чеченской Республике, утверждает Министерство туризма, местные жители и гости региона активно готовятся к зимним каникулам. В качестве места для отдыха все чаще выбирают горные районы, которые в преддверии праздников особенно привлекательны для туристов. Мы ожидаем большой приток турпотока именно в новогодние праздничные дни. Это у нас длинные выходные, 12 дней. Уже общаясь с турсообществом, с отелями, с туркомпаниями, мы видим большую загрузку. Есть очень много заявок на экскурсии и также высокая загрузка у отелей. Уже сложности возникает с поиском номеров. Ко мне многие обращались по поводу, можно ли будет найти пару номеров там, той или иной локации в гостинице, потому что люди уже заранее забронировали свой отдых. Также оформление наших городов, горных районов очень красивое, что дополнительно привлечет экскурсантов и туристов в наш регион. Зима в Кизиной-Ам открывает двери в мир новогоднего волшебства. Здесь, среди гор и льда, настоящая праздничная атмосфера, наполненная светом, музыкой и радостью. Курорт преобразился, улицы и площадки украшены огнями, работает праздничная иллюминация. Для гостей подготовлены зимние развлечения, катание на коньках и тюбингах, прогулки по заснеженным тропам и уютные зоны отдыха. Каток, расположенный на высоте почти 2000 метров, создан с применением современных технологий и не имеет аналога в России. Даже при переменчивых погодных условиях здесь удается сохранять идеальное ледовое покрытие. Чтобы выйти на лед, коньки можно взять прямо здесь, на территории ярмарки. Кататься могут все, и дети, и взрослые, так, чтобы звонкий смех и неуверенные шаги новичков смешивались с уверенными движениями тех, кто чувствует себя на льду, как дома. Каток под открытым небом становится центром движения и веселья. Лед сверкает в свете гирлянд, а катание дарит эмоции и незабываемые впечатления на фоне горных вершин. Праздничная ярмарка развернулась в самом центре спортивно-оздоровительного комплекса. Торговые ряды удобно расположились около прогулочной зоны, создавая единое праздничное пространство. Здесь гости могут попробовать блюда национальной кухни, приобрести сувениры и теплые угощения. Что-то мне стало холодно. Скорее всего, здесь найдется какое-нибудь заведение, в которое мы можем зайти, выпить что-нибудь горячее и согреться. Вижу тут кофейню «Тускар». Давайте зайдем и посмотрим, что у них в меню. Добрый вечер, девушка. Добрый вечер. Что у вас есть в меню, что-то из горячего? У нас в меню есть раф, американо, капучино. А что вы от себя могли мне предложить? Я могу вам предложить в эту погоду. Самое то будет облепиховый чай. Ну, давайте тогда облепиховый чай. Готов.
Ярмарка рассчитана на самых разных посетителей. Ее устройство продумано с особой тщательностью, и потому среди шумных развлечений нашлось место и книжному магазину Giant Books. Давайте зайдем. Возможно, именно там мы найдем книгу с настоящим новогодним настроением. Думаю, она именно та самая. Организаторы заявляют, что сюрпризы для гостей на этом не заканчиваются. В новогоднюю ночь гостей ждет концерт с участием чеченских исполнителей, развлекательные мероприятия, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Такой формат праздничных событий ориентирован на семейный отдых и создание по-настоящему праздничной атмосферы. Саида Гакашева, Моусар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.